Якутск, я приветствую вас. Ну что же, форум идет, и очень плотная программа. Огромное количество встреч, например, у нашей делегации состоялось буквально несколько встреч только что. Я присутствовал вместе с нашей съемочной группой на встрече главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева, мэра Якутска Сардана Авксентьевой, и они подписывали соглашение с министром строительства и коммунального хозяйства Российской Федерации Владимиром Якушевым. Это реализация пилотного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Наша столица вошла в число тех немногих региональных центров, которые будут реализовывать этот невероятно интересный и очень сложный проект. Этот проект будет финансироваться с трех сторон. Это федеральные деньги, городские и республиканские. Что в него входит? Это огромный перечень разных мероприятий, техническое оснащение, это и видеосвязь, и энергосбережение. То есть Якутск должен стать действительно передовым центром. И я думаю, что у нашей столицы все получится. Давайте послушаем, что об этом сказал глава Якутии Айсен Николаев. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, я рад, что сегодня осуществилась наша давнешняя мечта. Город Якутск попал в проект «Умный город». Я благодарю Владимира Владимировича за поддержку, которая была оказана со стороны Минстроя России. Для нас, для северян, особенно для такого самого крупного города в мире на вечной мерзлоте, как Якутск, конечно же, крайне важны те процессы, которые могут быть оптимизированы, могут быть улучшены, и которые могут появиться в управлении городским хозяйством благодаря цифровизации. И я уверен, что вот проект «Умный город», который ведет Министерство строительства Российской Федерации, конечно же, позволит нам его реализовать со стороны Республики Саха-Якутия. Лично меня, конечно, будет проекту этому оказана самая большая всемирная поддержка. И уверен, что команда Сардана Владимировны с задачей справится. И вот тот проектный офис, Владимир Владимирович, который мы уже создали, он в ближайшее время уже не то, что он уже приступил к деятельности, он уже реально начнет реализовывать те проекты, которые у нас есть, начиная от управления общественным пространством, заканчивая уже работой с жителями города Якутска по их вовлечению в управление городом Якутска. Спасибо. Да, Алексей, также недавно глава Якутии Айсен Николаев подписал соглашение, протокол с временно исполняющим обязанности губернатором Александром Бегловым Санкт-Петербурга. Этот протокол включает в себя сразу несколько пунктов, то есть сотрудничество в самых разных сферах. Это и наука, это и бизнес, это новые технологии. Также там же произошло огромное событие, я думаю, что для нашей республики, которое все ждут, это подписание трехстороннего соглашения по реализации проекта Жатайской судоверфи. Его подписывала якутская сторона, представители нашего правительства, а также представители Балтийского завода. Туда входит тоже сразу несколько пунктов. Одни из важнейших — это, конечно же, помощь Якутии в строительстве судоверфи самой, а также реализация научного проекта. Также не только научного проекта, но помощь в обучении специалистов, которые приедут к нам в Якутию и будут работать на этом заводе. Завод будет не только ремонтировать, он будет строить новые суда, которые необходимы нашей республике, потому что все-таки речной путь для нашего региона — это очень важно. Алексей? Да, спасибо, Максим. Я еще раз напомню, что на прямой связи с Санкт-Петербурга был наш собственный корреспондент Максим Кардозу, который занимается освещением мероприятий на Международном арктическом форуме.